Наша семья очень талантливая. Да. Человек со своей эко-компанией, вот, из 31-й школы, и у вас есть его автограф. Не раскрывать свои карты, когда будет плохо. Сейчас мы объявляем конкурс. Конкурс. Очень сильно вдохновляло. Всем привет! Вы смотрите вашу любимую рубрику «Гордость школы». Сегодня у меня в гостях олимпиадник, активист, 11-классник, который уже поступил в вуз, и просто прекрасный человек Николай Петухов. Всем привет! Я так рад, что ты пригласила меня. Спустя почти год ты пришел ко мне. Да, спустя вообще. Мы планировали в мае, кстати. Май, потом в июне, чтобы был такой летний вайб. Летний вайб, но у нас новогодний вайб, и ёлка. мы снимаем Рождество. Да. Ура! Отлично. Вот, в американское Рождество. Американское. Merry Christmas. Но это об этом позже. Да. Итак, первый мой вопрос. Как ты сам себя идентифицируешь? В первую очередь, я думаю, что я хороший человек. Также у меня очень много целей на данный момент, которые я уже ставлю перед собой. И вот, знаешь, если есть цель, то она реально сбудется. Думаю, я себя идентифицирую как уверенного человека, в первую очередь, и доброжелательного человека. Не знаю, первые мысли обо мне. Вот. С чего вообще начался вот твой путь в этот весь активизм, в олимпиады, в вокал? Ой, в первом классе, вообще с первого класса, даже с садика, я выступаю на сцене. Вот, я помню, как во втором классе, да, я уже выступал в театре оперы и балета с моими одноклассниками. Я помню, мы играли на Хомусе, и вот после выступления были такие восторженные взгляды публики, да, вот такие, молодцы, типа аплодисменты, все такое, и это меня жестко вообще очень сильно вдохновляло. Вот. Поэтому мой путь начался прям с раннего детства. Вообще, как у тебя с учебой, с оценками? И вот есть же такое мнение, что учеба и активизм — это две несопоставимые вещи, которые вот либо ты хорошо учишься, отлично учишься, либо ты активист вообще с головы до ног. Знаешь, у меня сейчас с оценками вообще хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Но вот с 10 класса у меня оценки отличные, но до этого у меня были там 4, 5, но прям идеального отличництва, как это сказать? Отличных оценок? Отличных оценок не было. Вот. Но с 10 класса, когда я поставил цель поступить в вуз, то сразу пришло осознание, нужно работать, нужно трудиться, чтобы было все отлично. Еще ты являешься нашим студийцем. Да. Сколько лет ты в 31-м кадре? Я уже с 2019 года, это уже 3 года прошло, но на самом деле вообще с раннего детства я тоже снимаю всякие видео, я выкладывал в YouTube всякие скетчи, челленджи, мы играли с моими друзьями компьютерные игры, и вот такое типа осознание и чувство притяжения к медиасфере появилось прям в 11 лет, но профессионально я уже занимаюсь 2019 года, когда я вступил в 31-й кадр. Вообще, расскажи тогда о своей семье. Какие-то у тебя, может, допустим, когда мы снимали интервью с Саяной, у нее вся семья прям музыкальная, она тоже музыкальная. Как-то твоя семья повлияла на твое, на твое место сейчас в обществе, вообще в целом, в жизни? Да, очень повлияло. И еще раз. Да, на самом деле очень повлияло, потому что моя семья очень поддерживающая. Также они очень талантливые. Когда они учились в студенчестве, они рисовали пейзажи, рисовали дома очень красиво. И думаю, наша семья очень талантливая, и поэтому они породили такой взгляд на меня, на творческий взгляд, на такой несвоеобразный взгляд на творчество. И поэтому я считаю себя творческим человеком, и моя семья тоже прям
поддерживающая и очень творческая тоже. Как пришла вот эта любовь к изучению языков, к английскому в том числе, и даже к участию в международных фестивалях? Ну, любовь к английскому у меня уже была во втором классе. Вот я помню, как наша учительница Сардана Анатольевна вот привела любовь к языку, о том, что он может быть очень разным и очень таким элегантным, очень красноречивой. Вот. И я помню, как мы пели песню Imagine от Джона Леннона. И вот тогда у меня такое сознание пришло, что типа, damn, английский язык очень классный, вот, и все языки очень классные. На самом деле, вот тема билингвизма, билингвизм — это когда ты изучаешь и ты знаешь вот несколько языков, она очень сейчас популярна, потому что сейчас в республике сейчас вот развивается якутский язык, и все очень хотят изучать якутский язык. Вот. И поэтому, я думаю, сейчас языки — это очень такая тема популярная. А также вот билингвисты, они, получается, более смотрят на мир иначе. Вот. Потому что я смотрел исследования от моей подруги, от Лизы, и она провела исследование о том, что билингвизм развивает мозг, развивает критическое мышление, и у тебя вот второе полушарие, первое полушарие работает вот великолепно. Вот так вот. Ты являешься билингвом? Да, я билингвист, я думаю, я билингвист, потому что вот с садика и вот с детства мои родители говорили только на якутском языке, и у меня вот появилась, получается, основа якутского языка. Это мой первый язык, такой родной язык. А потом вот в школе, когда я пошел в первый класс, тоже был якутский класс, я там тоже развился, развивал свой язык, якутский язык. А потом, когда я пошел в гуманитарный класс, в 5 классе, там была совершенно другая среда, потому что все обучение проходит на русском языке, и я адаптировался к нему и начал говорить по-русски. Ну, то есть я говорил по-русски, да, до этого, но начал прям вот на fluent уровне, на свободном, свободно владеть русским языке, на русском языке вот в 5 классе. Если вот. что, я могу быть твоим переводчиком. Да. English. Потому что я типа забываю немножко, но вот бывает же такое, да, когда что-то вспоминаешь на английском, и на русский не можешь перевести. Да, тебя никто не понимает в твоем окружении. Да. Бывает. Вот. Расскажи об участии вот в международном фестивале. Как это было? Кто там пригласил? Как получилось? Насчет международного фестиваля, это, получается, фестиваль устойчивых развитий. Получается, это тема равноправия, тема, получается, сохранения природы, экологии. Вот я выбрал именно вот экологию, потому что сейчас в нашем регионе очень актуальная тема экологии, потому что вот в прошлые года вот пожары, да, лесные пожары, получается, еще вот таяние вечной мерзлоты. Да, вот. И я рассказал об этой теме, я был спикером, вот, и получается, эта тема такая интересная, и мы должны ее вот привнести вот в публику. И она действительно вот сейчас очень важна, потому что таяние вечной мерзлоты, сейчас мы живем на самом огромном регионе, вот она, получается, на вечной мерзлоте. На вечной мерзлоте, да, образована. И если растает вечная мерзлота, то наш город, соответственно, тоже вот так. Тоже растает. Тоже растает. Поэтому очень актуальная проблема. Вот я думаю, эта тема была вот самое то. Вот ты сказал про экологию. Я знаю, что ты состоишь, да? Да, в эко-клубе. Да, в эко-клубе. Вот, расскажи вообще о том, что ты делаешь в качестве экоактивиста, как пришло вот это вот рвение эко. Ну, получается, я вступил в 2021 либо 2020.
Ну, у меня тема экологии вообще не интересовала, да, до 2021, потому что я не думал, что она такая, типа, актуальная, такая. Ну, знаешь, вот волонтерство, я думал, зачем она нужна, типа, потому что мы же все, типа, все равно будем засорять что-то, все такое, но если вот стараться, да, для социального блага, стараться привнести что-то лучшее, что-то хорошее, то будет результат. И я думаю, что вот экология, тема экологии сейчас самая важная. И вот так хорошо, что у нас в школе есть такой клуб, как эко-клуб. И у нас есть раздельные мусоры, раздельные баки, вот. И также мы, получается, перерабатываем вторичные отходы и сдаем на переработку. Я думаю, это очень классно. И вот, получается, твоя самооценка даже улучшается, да, когда ты что-то вносишь, что-то хорошее в мир. Вот. Все начинается с нас самих. Да. Ты сам дома сортируешь мусор? Ну, вот недавно я стал сортировать мусор вот, дома, потому что у меня реально накопилось очень много банок, вот всяких бутылок, колы. Ну, мы сортируем мусор, получается, с семьей, потому что она тоже поддерживает экологию. И мы снимаем обертки, снимаем все такое, и сплющиваем вот банки и отправляем на переработку. Мы сплющиваем. Сплющиваем и вот, отправляем на переработку. Я думаю, это очень хорошая тема, и моя семья полностью поддерживает экологию. Про волонтерство, вот ты тоже заикнулся, да? Угу. Ты еще и являешься киберволонтером. Ура! Да, ура! Вот, что реализовывал в программе киберволонтеры, вообще чем занимался там? Но мы же вместе ходили. Да. Вот. Мы были вместе киберволонтерами, и я думаю... Сейчас остаемся, если что. Да, Анна Дмитриевна. Да, привет, Надежда Семеновна. Да. И мы, получается, мы помогали, да, получается, людям сохранить безопасность в интернете. И проводили лекции в школах. Вот я помню, в какой школе? 29-й школе мы проводили лекцию насчет, получается, кибербезопасности. И, кстати, ты знаешь, что вот кибербезопасность — это самая такая актуальная работа в мире. То есть это самая такая топ-востребованная работа. Типа, это звучало сейчас как реклама. Слушай, Ксюша, а ты знала? Если вам нужна... Здесь могла быть ваша реклама. Обращайтесь. Ну, на самом деле, вот, она очень актуальна и самая востребованная, если вы знали. Вот, можете прогуглить, и там первые строчки, там будет кибербезопасность. Вот. Вот. Тут в моем досье о тебе написано, что ты ходил на программирование в Яндекс.Лицей. Да. Вот к теме кибербезопасности как раз. Ну вот, получается, в 2020 году, в период пандемии, получается, прошел из 300 ребят в Яндекс.Лицей. Получается, программирование на языке Python, получается, это основы программирования. И мы через, вот, получается, через дистанционное обучение изучали языки программирования. Потому что вот я думал, что IT прям это моя тема. И когда я вот учился в Яндекс.Лицее, я приобрел очень много навыков программирования, и мне они сейчас очень необходимы, потому что я создаю всякие сайты для проектов, программирую, код, вот, все такое. И вот мы, получается, 2 года изучали программирование на языке Python. Вот. И что там было? Просто программировали. Вот. Ничего такого, не взломал пока что. Да, ничего такого безбашенного не было. Вот. Расскажи еще вот про дебаты. Ты со своей командой, вот вы являлись неоднократными победителями, призерами конкурса дебатов. Расскажи об этом. Ну, получается, у нас есть школьная, получается, команда дебатов. У нас есть школьная команда дебатов, и мы выступаем в качестве дебатеров,
на всяких республиканских, вот, муниципальных этапах, да. И мы там, получается, 3 раза выступали, и вот за этот период у меня вот тяга к коммуникациям выросла. Потому что дебаты — это, получается, обоснование точки зрения со стороны, получается, опровержения и доказательства. Как плюсы и минусы Да, ситуации. плюсы и минусы ситуации. Вот. И вы должны, получается, команда должна объяснить плюс и минусы вот, ситуации. Помогает смотреть так на мир. Да, помогает. На 360 градусов. Вот. И это очень развивает вот, мышление и развивает коммуникации. Вот. Угу. Считаешь ли ты, что чтобы быть успешным человеком, нужно развиваться именно во всех сферах? Потому что существует такое мнение, что если, я буду успешным в программировании, если я буду заниматься только программированием. И все, ты сидишь, чисто программируешь каждые сутки. Ну, да, на самом деле это зависит от людей, потому что вот всестороннее развитие, да, если ты участвуешь, например, в дебатах, поешь, танцуешь, это, конечно, хорошо, но если вот человек разбирается очень хорошо в одной сфере, то, я думаю, нет необходимости что-то дополнительно изучать. Но, конечно же, если есть возможность, то нужно изучать, потому что это дает такой шанс развития. И если ты не знал, что можешь петь, например, да, если у тебя есть способность, но ты не знал об этом, но ты попробовал, то, конечно же, может быть, ты станешь, например, музыкантом, можешь стать мировой звездой, например, да, как Лариса Долина. Как Ольга Бузова, например. Я не знаю, вот. Поэтому у всех есть, получается, шансы на то, чтобы развиваться. Ты считаешь себя успешным человеком? Что вообще для тебя такой успех? Успех, я думаю, это побороть себя, побороть свои страхи, побороть, получается, например, в моем случае это страх коммуникации, на самом деле, потому что, да, вот с 5 по 7 класс я вообще был отстраненным от общества. Ну, то есть я был активистом, да, но не таким коммуникативным человеком. Вот. И после, вот, получается, карантина, да, у меня, получается, появилось желание что-то делать больше, развиваться во всех сферах. И у меня, получается, есть опыт ведущего на мероприятиях, и это, конечно же, прям дало возможность стать таким оратором. Вот. Ой, подожди, какой вопрос был? Ты считаешь себя успешным человеком? Ну, на самом деле, да, потому что на данный момент у меня все в жизни хорошо, нету таких проблем. Thank God. Вот, и... Спасибо Богу. Да, вперед, да? И получается, у меня сейчас все в жизни хорошо, и я наслаждаюсь жизнью, все такое, да. Еще немножко про английский. У тебя есть Speaking Club. Да. Вот, расскажи о нем, о идее создания, о занятиях, которые уже были, о встречах. Да. Ну, вот год назад у меня пришла мысль создать Speaking Club, потому что у нас в школе такого не было, и в других школах не распространено. Потому что, знаешь, вот тема, еще раз, вот билингвизма очень актуальна, и изучать иностранные языки, тем более английский, так как это международный язык, изучать это вообще must have, вот, перевод. У всех должно это Да, быть. необходимо, вот. И получается, английский язык, я думаю, у всех есть желание изучать английский язык, потому что если ты работаешь, например, в фрилансе, то у тебя есть больше возможностей, если знаешь английский язык. Вот. И есть, конечно же, получается, подростки, школьники, которые хотят изучать язык. И получается, я вот создал
и у нас всего было 3 занятия или 2. Вот, ну, потому что, вот знаешь, почему у меня вот не было такого постоянных занятий? Потому что, ну, не было времени, не знаю. Но на самом деле я хочу возродить сейчас Speaking Club. У меня уже есть черновики, получается, проекта, создание такого мультипроекта, чтобы она была интересной, обучающей и как-то такой, знаешь, гибкой. Вот. Ну и после твоего выпуска что-то осталось? Да, Что после... тоже продолжаешь? Вот, ну, сейчас, на самом деле, у меня много свободного времени, потому что вот я уже, получается, поступил в вуз, вот, и все вот так, все хорошо. И вот насчет ЕГЭ я, получается, сдаю только базовую математику и русский, и все. Давай тогда поговорим с тобой об твоем поступлении. Ага. Тема, которая тянулась с начала выпуска, да? Да, Вот. не раз затрагивала. Расскажи вообще, как ты узнал об этой программе, и как вот ты осмелился там подать заявку, допустим, попробовать свои силы? Вот, интересная история. В 2020 году, получается, я подал заявку, да, но оказывается, дедлайн заявок был уже, типа, на вчерашний день. Я подал получается, на день позже, и мне сказали по почте, что, извините, вы не успели. С наилучшими пожеланиями, там, Сенат Парк, вот. И потом, ну и расстроился, я такой, окей, ну ладно, что поделаешь, типа, это судьба. Вот. И потом в 2021, получается, начался новый отбор заявок, потому что вот, было всего 7 участников, и хотели еще добавить участников, что стало типа 14 участников, больше возможностей, больше, получается, хорошего в мире. Вот. И я подал заявку вот в сентябре прошлого года, и мы изучали, получается, у нас были воркшопы целый год. Мы узнавали, как поступить за границу, как писать хорошие эссе. И вот за счет вот этих знаний у меня, получается, фундамент появился. И я прошел финалисты. Вот. Ей! Вот, что еще рассказать? Ну вот отбор в StarTeam, там потребовалось, получается, оценки. Самое главное, рекомендательное письмо от учителей, от школы и эссе на английском языке на 400 слов. Почему я хочу поступить за границу. Вот. И я, получается, успешно написал, прошел отбор. Какие вообще были впечатления, эмоции? Вот ты узнал, что вот ты поступил, или ты уже заранее знал такой, ну да, я уже поступил, все, короче. Ну, ты знаешь, типа, если бы так было бы, если бы такой, ну, я заранее поступил, все такое. Нет, такого не было. Прям это было типа да или нет. Типа даже не было 50 на 50, потому что могут отказать, а могут типа принять. Типа все, третьего варианта нет. И получается, я узнал 2 недели назад, что я поступил. Получается, вот я проснулся в 8 утра, открыл сайт, и там было письмо. Типа, поздравляем, вы прошли в класс 2027, это получается выпуск 2027, поступили в Emory University. Я такой, что? Типа, мои родители тоже сидели со мной и такие, чё? И все стали жестко кричать, радоваться. И такое незабываемое ощущение, такое вообще сюрреалистичное, странное. Потому что я думал, что поступить за границу — это что-то нереальное. Потому что, знаешь, вот это и это вообще другие типа, миры. Вот. И у них менталитет другой, у них традиции другие, и манера общения, все такое. И через полгода уже я буду там, вообще, в США. Очень сюрреалистично. Какую изначально ты себе цель поставил? Прям поступить, и вот все, я иду туда, я поступлю? Или, ну, я научусь там чему-то новому, поступлю, не поступлю, авось повезет? Вот для этого, чтобы преодолеть большую цель, нужно поставить конкретную задачу.
то есть конкретную цель. У меня было поступить, вот я даже написал в заметках, да, поступить в США. Поступить в США, потому что там, знаешь, это самые лучшие вузы находятся именно в США. Ну, так и есть, потому что Гарвард, Йель, получается, вот, университет в Пенсильвании, это, получается, Лига Плюща. Это самые-самые престижные университеты. И вот мой университет, Emory University, он находится в скрытой Лиге Плюща, потому что она занимает 20-ю строчку в национальной основе, то есть в США, и в топ 150 или 120 вообще в мире лучших вузов. И я думаю, что это достижимо, и что поступить в США вообще реально. Если ты стараешься, если ты задал цель, то все будет. А на какую специальность ты поступил? Так, не сказать на английском. Скажи на английском потом, если что, переведем коряво. У меня, получается, major — это специальность film и media studies. Это, получается, кинематография и медиасфера. И также дополнительный, то есть это double major бизнес и менеджмент. Потому что хотелось бы создать такую компанию по экологии. Вот когда у меня была питч-встреча вот с основателем Стартима, с Арсеном Томским, я рассказал о том, что я хочу создать экологическую компанию об устойчивых развитиях и помочь своему региону с потеплением вот, вечной мерзлоты и вот с лесными пожарами. Вот. Поэтому я сказал об этих планах и все равно придерживаюсь этих планов. Вот. Вот почему я выбрал вот Film and Media Studies? Потому что сейчас вот я стою в 30-минутном кадре, увлекаюсь монтажом, фотографированием. Это прям вот мое desire, мое как бы типа желание, вот, да, цель. Мое желание, мое олицетворение души. Я думаю, вообще это прям мое. Угу. А в качестве, вот ты говоришь, что это твое, но ты хочешь создать эко-компанию. Эко-компанию. Да, я знаю, что это вообще различается, это вообще другие миры, но если ты, вот admission, вот приемная комиссия, они все-таки ищут таких всесторонне развитых личностей. И они хотят, чтобы, например, вот, к примеру, мы, получается, изучали химию, интересовались химией, и в одно время играли на гитаре, например, такого. Вот. И они это ценят, и они это любят, потому что если человек всесторонне развитый, то он может критически мыслить и может, получается, развиваться в других сферах, улавливать, вот, справляться с многозадачностью. Вот. Да и в целом, мне кажется, открыт к новому. Открыт не к так, новому. что закрыт там. Я хороший программист, я буду только программировать. Да. Чем ты вообще занимаешься в свободное время? Какие у тебя, может быть, хобби? В свободное время я пытаюсь поспать, потому что реально у меня недостаток сна. У меня режим очень сбит после вот, поездки на сдачу экзаменов в Турцию. Вот. У меня прям, знаешь, я сплю в 2 часа и просыпаюсь в 7 утра. И это вообще no. И я хочу вот прям спать в свободное время. Потому что когда я прихожу со школы, я прям вижу кровать и иду к ней вот так, кровать. И я засыпаю. Вот, в свободное время я засыпаю, потому что я люблю спать, люблю есть, как и все. Как вообще все успеть в этой жизни? Успеть. Вот я дам вам совет. Самое главное, заведите Google календарь и пишите свои to-do листы. Вот. Распишите... Расписание на день? Да, расписание на день. Это самое логичное и самое, получается, хорошая возможность написать все свои мысли, все свои задачи на день. И думаю, Google календарь — это самое лучшее приложение для этого.
И да, За рекламу нам не платили, да, к сожалению. Google календарь. Вы можете использовать любые, какие вам удобно. Заметки. Заметки У меня можно всё в заметках. использовать. Заметки, программа Notion тоже отличная. Google календарь. Вот. Какая у тебя вообще мечта? Мечта. А, Ну, на самом деле, сейчас у меня нет такой мечты прям, такого желания, потому что я уже осуществил свою мечту, это поступить. И сейчас, я думаю, мечта закончить университет и найти работу, и, не знаю, быть счастливым. Вот. И быть в окружении хороших людей, быть, получается, хорошим человеком. Вот. А кем ты вдохновляешься вообще? Я вдохновляюсь всеми, прям людьми, но сейчас я вдохновляюсь вот моими одноклассниками, моими друзьями, потому что у них есть такая... Они все такие разные, и я прям, когда я вижу вот людей, они все разные, и хочется прям посмотреть с их точки зрения, как они видят взгляд на мир. Вот. Я думаю, что вдохновение излучается из людей. Вот. Мы плавно подходим к нашему интерактивчику. Мгм. Какие качества ты вообще ценишь в людях? Качество, получается, ам, качество. Какие качества есть? Например, получается, я ценю доброжелательность, думаю, стойкость, да, и, получается, желание что-то делать. Вот. Что для тебя значит слово «друзья»? Друзья, друзья — это опора человека, потому что это действительно фундамент, потому что без друзей мы никто, потому что они поддерживают, они общаются и помогают в трудную минуту. И я думаю, друзья — это самое важное прям на свете. Вот. Итак, твои друзья записали для тебя видео. Мгм. Вот, сейчас мы их посмотрим. Окей, мне не терпится увидеть Вот, некоторые отлично. видео. Давайте. Привет. Мы с Колей дружим уже с 7 класса, с тех самых времен, когда мы были вместе в гуманитарном классе, когда он перешел в физмат-класс и когда я перешла вообще в другую школу. Мы продолжаем дружить. Я очень ценю это. Коля очень целеустремленный человек. Он поставил цель, он ее добьется, он достигнет ее. И это очень хорошее качество. У него было очень много трудных моментов, но они остались позади в прошлом размытым пятном. Дорогу осилит идущий, и чтобы она оказалась несложной, твои друзья всегда помогут тебе. Если у тебя будет какая-либо трудная ситуация, мы тебе поможем. Только дай нам знать. Йоу, всей съемочной группе «Гордость школы» передаю привет. Сейчас я хочу высказать несколько слов о Коле. Николай Николаевич Петухов, 2005 года рождения. Да, хочу начать с того, как мы вообще так близко познакомились. Наверное, потому что он вообще человек активный, сразу хочу отметить. Постоянно там пел, выступал. Было очень много видео, кстати, где он там
в этом флажке, который, ну, не флажке, платке новой волны был. У них же были раньше такие оранжевые платочки, и они в них ходили. Вот тогда я узнал Колю, и постоянно еще хочу заметить Коля, и вообще все, кто смотрит этот, у него был очень прям хороший канал с его друзьями. В каком классе я даже не помню, не припомню, честно, но вот он перевелся к нам из гуманитария. И вот тогда уже, наконец-то я познакомился с ним, потому что все эти года, когда они там дружили, гуляли, там с Лейлой и так далее, я всегда хотел познакомиться с ним. Почему-то вот такое тяготение было. И вот познакомились. Что же я хочу отметить в Коле? Коля такой человек, как по мне, очень прям такой хороший друг, я бы сказал. Прям хороший такой, как сказать, чистокровный, не знаю. Ну, вообще он сам по себе человек, который всегда поможет, поддержит в трудную ситуацию. Где-то там, ну, он развеселит. Я считаю его прям душой компании. Он где-то развеселит, где-то там что-то сделает такое, что всем станет интересно, там придумает игры. А также Коля очень ответственный и прям умный и рассудительный. Потому что вот сколько я с ним не знаком, он всегда вот мне кажется, он очень умный человек. Хоть он и говорит, что он ничего не знает, но давай рассказывай больше. И вот, что еще? Хочу пожелать удачи во всем, во всех твоих начинаниях. Я очень, правда, дорожу дружбой с тобой. Очень рад, что с тобой дружу. Ну и, наверное, на этом я закончу свою речь. Все подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так, я не знаю, так, ладно. А так, да, желаю удачи во всех твоих начинаниях. Знаю, что ты очень хороший и близкий мне друг. Спасибо большое, я вас сильно люблю, я очень сильно люблю. Прям. Я прям сентиментальный человек, я хочу даже заплакать, потому что ваши слова — это очень много значит для меня. Я думаю, именно вот из-за вас, из-за вообще друзей, у меня есть стремление. Вот. Прям я благодарю, что познакомился с вами, вот, что мы живем в одно время. Вот. Я вас очень сильно люблю. Назови свои положительные и отрицательные качества. Окей. Положительные качества. Я думаю, не знаю, что есть. Перевод. Перевод. Субтитры. Да нет, знаете, вот положительные качества я могу отметить, что я целеустремленный. Потому что если есть цель, то я думаю, я достигну целей своих. Вот. Первое — целеустремленный, а второе, не знаю, второе — ответственный, потому что я выполняю вроде работу, которую я поставил. Вот. И также третье — это, наверное, всесторонне хочущий развиваться. Вот. Есть такое слово «хочущий»? Сделаем. Окей. Словарик. Скажи о своих отрицательных качествах. Ну, во-первых, я слишком серьезный. Когда я в окружении людей, получается, они видят меня слишком таким захмуренным. Я всегда такой, типа, у меня это дефолтное лицо, типа, я не могу ничего не сделать своим лицом, но я выгляжу слишком серьезным. Вот. Да. А второе качество, я думаю, слишком, я закрытый человек, по своей натуре, потому что
Ну, я был открытым, когда был в начальном классе, всё такое, но что-то произошло, типа, я не знаю, переходный возраст или что такое, но сейчас у меня такое состояние, типа, ничего там не раскрывать. Не раскрывать свои карты, когда будет плохо, типа такого. Вот. Ну, это будто бы суеверие, но нет, просто так. У меня мозг так работает. Вот. Мгм. Какая фраза или совет помогли тебе? Ну, я помню, как кто-то сказал, если не ты, то никто больше ничего не сделает. Вот. Я думаю, это такой факт на все случаи жизни, потому что если ты не подкинешь идею, например, то никто не подкинет. Вот изобретения все, вот всякие телефоны, камеры, они типа все сделаны из творения мозга. Вот. Я думаю так. Поэтому это самая такая фактирующая фраза. Мгм. Каково это быть гордостью школы? Гордость школы. Ну, на самом деле это большая честь, потому что гордость школы — это будто бы награда, да, что ты сделал какое-то достижение для себя, для окружающих, что ты доказал всем, что ты гордость. Вот. И поэтому я очень благодарен за это. А сейчас давайте блиц-опрос. Давайте. Тебе нужно будет быстро, не задумываясь, отвечать на вопросы. За 3 секунды? Да. Или за секунду? Ну ладно, посмотрим. За 2 За с 2. половиной. Окей. 2,5. 2,25. Окей, no questions. Ага. Первый вопрос. Назови 5 вещей, без которых не обходится твой день. Телефон, завтрак, ужин, обед и настроение. Отлично. Окей. Любимый музыкальный жанр. Альтернатива, русский хип-хоп и классическая музыка. Что смотрел последним на Ютубе? Давайте я посмотрю. Так, открою историю просмотров. Так, это был... это был этот College Decision Reaction. То есть это реакция от того, поступил ли ты в колледж или нет. Вот. Какой фильм посоветуешь каждому? Посмотрите, пожалуйста, фильм «Интерстеллар», если не смотрели, потому что это такой фильм душевный, драматичный, вообще очень хороший фильм. И также фильм, не знаю, все части Джеймса Бонда, вот. И, наверное, все. Как проводишь свое утро? Окей. Я встаю, открываю глаза и сразу смотрю на телефон, на уведомления, может что-то срочное, может кто-то попросил что-то. Потом встаю, умываюсь, кушаю. Ну, обычное утро. Вот. И закончи интервью 3 словами. Окей. Спасибо за приглашение. У тебя вообще есть новогоднее настроение? Сейчас мы снимаем такое Рождество. Мгм. Есть у Ну, тебя? вот сейчас, именно сейчас появляется новогоднее настроение, потому что тут елка, мы в аутфитах классных, и сейчас на самом деле очень много работы. Вот учеба, подготовка к мероприятию, к зимнему балу, вот. И, ну, на самом деле такого прям новогоднего настроения нет, но потихонечку появляется. Мы, кстати, елку не поставили дома. Мы тоже. Жесть. Мы не будем ставить. Да, мы тоже, наверное, не будем ставить, но... Вообще, какой твой любимый праздник? Праздник Новый год. Потому что это такой загруженный. Знаете, типа, если ты продуктивный, то наоборот, у меня настроение из-за продуктивности возрастает. Вот. Если я что-то не делаю, то все. У меня настроение плохое, я хочу весь день спать. Но если у тебя есть планы, если у тебя есть дела, то это очень классно.
Вот поэтому Новый год самый загруженный вот период, и вообще мне очень нравится Новый год. У тебя есть такая традиция ставить себе цели на год? То есть, Новый Цели год, на и ты год. ставишь себе там цели на год. Или вот бумажку там проглатываешь вот, М. с желанием. Да. Ну, я обычно пишу итоги года у себя в заметках. Вот, я не выкладываю никуда, но чтобы поставить галочку, чтобы поставить и вспомнить, что я сделал за год, то я всегда пишу итоги года по пунктам. И получается, я не ставлю никаких вот задач на Новый год, потому что они появляются внезапно. Вот, и я думаю, да, нет, ставлю. Хорошо. Тогда сейчас мы объявляем конкурс. Конкурс. Итак, у нас будет разыгрываться прекрасно. Во-первых, это новогодняя открытка. Да. Во-вторых, в ней будет замечательное пожелание от Пожелание. Николая Николаевича. В-третьих, там будет его автограф. Потом представьте, как бы Ну да. человек со своей эко-компанией, вот, из 31-й школы, и у вас есть его автограф. Можно задорого продать. Ну, это, вот, к слову, На Авито. бизнес, Да. да, как Вот бы бизнес, кстати, поступать, вот. что на бизнес, правильно? Нужно Да. вот нужно всегда просчитывать все вперед на несколько шагов, лучше на 100. Мгм. Ваши условия: подписаться на канал 31 кадр, поставить лайки и написать свою мечту в комментариях. И мы отберем случайным образом в рандомайзере. Да, все просто, поэтому все участвуем. Да, все участвуем. Отличный шанс победить открытку и какой-то секретный подарок. Вот. От меня. Вот. Мгм. Ну, и нас пора прощаться. Да, ну, спасибо, спасибо, что пригласила. Очень классное интервью. Ну, я желаю, конечно же, прям всего-всего в новом году с наступающим. Тебя тоже с наступающим. Все. Спасибо за просмотр. Пишите свою мечту в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы узнали что-то новое. И до скорых встреч. Всем пока. Пока.